Чувашии, в которой проживают представители более 120 национальностей, сложился уникальный опыт взаимного уважения и сотрудничества народов. Бережно сохраняются и развиваются языки, традиции и самобытные национальные обычаи. А помогает в этом государственная политика, направленная на поддержку национальных культур. В республике работает Ассамблея народов Чувашии. Всегда открыты двери Дома дружбы народов. Чуваши, русские, татары, марийцы, армяне. Чувашия для них давно стала родным домом, а новый Дом дружбы позволяет национально-культурным объединениям работать в тесном взаимодействии, проводить совместные мероприятия. Ведь богатство Чувашии и всей России в многообразии национальных культур. Куда позовешь друзей? В свой дом. Куда позовешь родных? В свой дом. Поэтому нам нужен был свой родной дом. Во-первых, здесь можно открыть воскресную школу для татар города, для татарских детей. Также можно здесь проводить научно-практические конференции. Дом дружбы помогает сохранить и передать потомкам культурное наследие народов Чувашии, укрепить уже существующие межнациональные связи и создать новые. Дом дружбы народов Чувашской Республики на сегодняшний день является такой базой для национально-культурных объединений, оказывает содействие при организации различных культурно-массовых мероприятий и на сегодняшний день имеет прекрасные залы. Это выставочный зал, конференц-зал, актовый зал и вестибюль. А также у нас здесь уже на базе Дома дружбы развивается Дом народного творчества, где как раз-таки направление народного творчества будем развивать на этой базе. То, что сделано за один год, уже впечатляет, а перспективы действительно удивляют. Дом дружбы призван сохранить и приумножить культурные ценности. Здесь планируют начать реализацию проекта по изучению языков разных национальностей. И в первую очередь, конечно же, такая школа необходима детям и молодежи. Где еще, как не здесь, можно от души поговорить на своем родном языке, спеть любимые песни под аккомпанемент народных музыкальных инструментов. Когда человек знает язык другого народа, он уже становится его другом. Здесь пропагандировать не надо, и по существу, по воле внутренней культуры он становится таким. И поэтому изучение языков и чувашского, и других народов, которые проживают, знание это очень важно. Конечно, все богатство народных традиций проявляется на национальных праздниках. Дом дружбы не просто предоставляет помещение для их проведения, но и всемерно помогает в организации. Навруз – праздник весны. На него съезжаются представители разных диаспор – узбеки, туркмены, таджики, азербайджанцы и другие. Навруз – уникальная возможность для десятков национальностей показать свою самобытность. Все сразу и в одном месте. Богатство языка, музыки, песни, танцев, одежды и угощений. Ведь это тоже немаловажная часть национальной культуры. Это узбекское национальное блюдо плов. Состав – это морковка, мясо и рис, один луком. Ну, это секретное у него. Много жарить надо. Много жарить, потом вкусно будет это. Это праздник связан с весной, с радостью жизни. Это праздник, я считаю, объединяет. Видите, сколько народов, сколько национальностей здесь. Такие всеобщие праздники есть у каждого народа. И главное, теперь есть место, где их проводить. Дом дружбы собирает гостей не только в своих стенах. Массовые праздники и гуляния проходят на больших открытых площадках. На главном чувашском празднике Агадуй все гости желанные. Как отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев, ежегодное проведение таких праздников позволяет шире демонстрировать красоту национальных нарядов, уникальные традиции, духовное богатство чувашского народа. Добро пожаловать в гостеприимную солнечную Чувашию. Борьба на поясах. Концерт звезд эстрады и национальные угощения. Чувашия впервые принимает федеральный сабантуй. Главные торжества развернулись на Красной площади Чебоксар. Здесь проживает 34 тысячи татар. Они здесь работают, процветают. И многому мы сюда возим наших татар и показываем, как надо работать и жить. С большим успехом прошел в Чебоксарах и День марийской культуры. В Доме дружбы народов на большую творческую площадку собрались все, кто любит и знает, бережно хранит марийские традиции. Здесь же можно было увидеть и старинную одежду марийцев, и их уникальные украшения. Некоторые из них очень схожи с чувашскими, что неудивительно, ведь чуваши и марийцы уже несколько столетий живут в добрососедстве. Их отделяет только река Волга, хотя, если точнее, объединяет.
Организацией праздников работа Дома дружбы и национально-культурных центров не ограничивается. Они участвуют в решении общегосударственных задач, в том числе регулировании миграционных процессов и патриотическом воспитании молодежи. Сближают народы и маяки дружбы. Молодежный проект межнационального согласия теперь и в Чувашии. Группа волонтеров из всей России с огромным интересом знакомилась с культурой народов, проживающих в нашей республике. Привлечение экспертов религиозных и национальных объединений к решению различных общественных вопросов – важная часть работы, где воспитывается искреннее уважение и интерес к национальным культурам и традициям как своего, так и других народов. Знаю, что у вас там 36 объединений национальных в республике. По данным мониторинга здесь достаточно спокойный, очень такой комфортный фон межнациональных и межрелигиозных отношений. Недавний пример – межрегиональный фестиваль национальных культур «Семицветик». Яркие творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного творчества теперь традиционно, ежегодно представляют в Чебоксарах культуру малой родины, радуют зрителей своими талантами. Чувашская республика в 3-й раз стала политкультурной столицей, которая радушно приняла национальные творческие коллективы из Башкортостана, Удмуртии, Мордовии, Нижнего Новгорода, Татарстана. Чувашия многоликая. Это уже фестиваль национального костюма, старинного и современного. Буквально 2 года и в финансовом плане. То есть все-таки мы чувствуем ту поддержку, которой деньги идут в республику. Раньше этого не было, понимаете? Сегодня мы достаточно немалые деньги получаем, если сравнить другие регионы Российской Федерации, то есть это на проведение именно те мероприятия, которые мы запланировали. Это и фестивали, это межнациональные такие дискуссии, семинары. К ним добавим десятки концертов профессиональных артистов и участников художественной самодеятельности. Конкурсы, выставки, презентации, творческие встречи, юбилейные и памятные мероприятия. Представители многонациональной республики сохранили огромный ресурс материальной и духовной культуры. Дом дружбы помогает формировать менталитет и стиль взаимоотношений, основанный на добрососедстве, взаимопомощи и дружелюбии. Будут приходить все народы, народности, которые будут показывать свою культуру, будут изучать свой язык, уважая культуру, традиции любого другого народа. Это очень важно. И наша задача органов власти заключается в том, чтобы мы создавали благоприятную среду для развития духовно-нравственной культуры, духовно-нравственных ценностей. Реализация государственных программ в области национально-культурного развития. Создание условий для возрождения, сохранения и развития духовных ценностей народов, проживающих на территории Чувашской республики. Открытие Дома дружбы стало знаковым событием в укреплении межнационального и межконфессионального согласия и мира.